Привет, друзья! С вами я, Михаил Серкелей, и новый выпуск Nocta Life. Как обычно, по пятницам в это время мы комментируем наиболее важные события уходящей недели. Сегодня мы поговорим о том, нужно ли Майе Санду подписывать указ о назначении Евгении Гуцул членом правительства, на том основании, что она занимает должность Башкана. Почему вообще мы затронули эту тему? Дело в том, что эта тема звучит очень часто в нарративе пророссийских политиков, и подается она так, будто Майя Санду нарушает закон и не уважает выбор гагаузского народа. Мол, нравится ей или не нравится Гуцул, но она должна считаться с выбором гагаузского народа. Точно так же с Башканом. Нравится, не нравится, она представляет этот регион, как и любой примар, как и любой там председатель района и так далее. На этом основании надо строить отношения. Еще раз, они не должны вместе там крестить детей, как говорится, особенно если их нет, да? Тебе не может не нравиться сегодняшний Башкан, но нравится, не нравится, спи, моя красавица, я постоянно об этом говорю. Этот нарратив очень хорошо ложится на рассуждения некоторых проевропейских экспертов, которые выступают за диалог Кишинева и Камрата и даже упрекают Кишинев в том, что они вообще не занимаются Гагаузией и должны чаще приезжать в Гагаузию, говорить с гагаузами и искать контактов с гагаузами. Они, имеется в виду президент, правительство и партия ПАС. У многих людей в связи с этим формируется двоякое отношение к этому вопросу и к решению и действиям Майи Санду, которая не назначает Гуцул членом правительства, и сомнения в том, что президент и правительство поступают правильно, проявляя такую твердую позицию в этом вопросе. С одной стороны, они понимают аргумент о том, что Евгения Гуцул представляет организованную преступную группу, а с другой стороны, обоснованность этой позиции Майи Санду и правительства ПАС у них вызывает сомнения, поскольку есть закон, который предусматривает, что Башкан Гагаузии по праву должности является членом правительства. И поскольку Евгения Гуцул с легальной точки зрения занимает эту должность на основании решения суда, признавшего последние выборы Башкана состоявшимися и действительными, то у Майи Санду нет законных оснований не назначать Гуцул членом правительства. Давайте обо всем по порядку. Я не буду сейчас рассуждать на тему права Майи Санду или не права. Я просто представлю свое видение того, что происходит и должна ли Евгения Гуцул быть членом правительства, учитывая требования закона, решения суда и не в последнюю очередь политическую ситуацию и целесообразность, такого решения в сложившейся ситуации. Я также представлю свое мнение относительно того, нужен и возможен ли диалог Кишинева с Гагаузией в сложившейся ситуации, а также хочет ли Камрат этого диалога. Что касается назначения Евгении Гуцул членом правительства. Это было сказано неоднократно, но повторю еще раз. Евгении Гуцул не место в правительстве по ряду причин. Давайте обозначим их еще раз. Евгения Гуцул представляет организованную преступную группу «Шора». Не пытается от этой преступной группы дистанцироваться. Более того, она не видит в этом проблемы. И даже гордится тем, что является членом этой группы. Во всяком случае, у нас складывается такое впечатление, исходя из ее публичных заявлений. Евгения Гуцул баллотировалась и выиграла выборы от партии, которая была признана неконституционной. И есть куча свидетельств о том, что Гуцул стала Башканом в результате массового подкупа избирателей, невиданного доселе в Гагаузии. С политической точки зрения, с точки зрения принципов демократии и здравого смысла, вообще сложно представить, чтобы где-нибудь в другом месте, в другой демократической стране выборы выиграл человек, о существовании которого еще за 3 недели до выборов не знали 99,9% избирателей. Демократия предусматривает, что человека, претендующего на важные выборные должности, должны как минимум знать и оказывать ему доверие. Его деятельность на протяжении десятков лет должна быть известна всем. Ну, если не десятков, то хотя бы нескольких лет. Чтобы у общества было достаточно информации, позволяющей определить, соответствует ли этот человек этой должности. Но Евгению Гуцул 99,9% избирателей в Гагаузии не знали. Гагаузия узнала о существовании Гуцул за 3 недели до выборов. Ее, как вы помните, в Гагаузию привела Марина Таубер и за ручку водила по рынку. Из первых минут знакомства с Евгенией Гуцул стало очевидно, что она не соответствует этой должности, но с точки зрения закона это, что называется, к делу не пришьешь.
Несмотря на все то, что мы перечислили выше, она стала Башканом, и получается, если следовать только букве закона, то все, кто не согласен с этим, а также Майя Санду, должны принять это. Но как же здравый смысл? Мы же все видели, что те, кто должны были защищать Гагаузию и местную демократию от захвата со стороны организованной преступной группы, ничего для этого не сделали. Мы говорим о Центральной избирательной комиссии Гагаузии, которая закрыла глаза на все нарушения, отклоняла все уведомления о грубых нарушениях со стороны Центральной избирательной комиссии Республики Молдова и от полиции. Не говоря о том, что Центральная избирательная комиссия Гагаузии сама должна была выявлять эти нарушения и принимать меры, вплоть до отстранения от выборов в отношении тех, кто нарушал законодательство. Мы говорим о гагаузских политиках, так называемых конкурентах Евгении Гуцул на выборах, которые, как оказалось, были никакими не конкурентами, а всего лишь массовкой на этих выборах, возможно, за некоторыми исключениями. Мы говорим о Народном собрании, которое так и не вызвало Центральную избирательную комиссию Гагаузии к себе и не потребовало отчета по этому поводу, и не задало ни одного вопроса относительно того, как вообще можно было признать последние выборы Башкана состоявшимися и действительными, несмотря на многочисленные нарушения и сообщения о бездействии ЦИК Гагаузии. Мы говорим в конце концов о случаях, когда центральные власти страны предпринимали робкие попытки выполнить ту работу, которую отказалась выполнять Центральная избирательная комиссия Гагаузии. И то, как в ответ на это гагаузские политические элиты пытались устроить в Гагаузии очередной 90-й год. Мобилизовать людей, вытащить их на площадь, представить действия Кишинева, повторюсь, очень робкие и неуверенные действия, как уничтожение полномочий Гагаузии и чуть ли не всего гагаузского. Таким образом, по логике тех, кто настаивает на том, что Майя Санду должна назначить Евгению Гуцул членом правительства, получается, что мы должны забыть обо всем этом, о том, что по сути произошло на выборах Башкана, и окончательно узаконить преступные практики, в которых были замешаны почти все участники выборного процесса, почти весь состав Народного собрания и Центральной избирательной комиссии. Это соответствует логике бандитской группы. Неважно, как были достигнуты цели. Главное – обставить все так, чтобы все формально соответствовало закону. При этом, еще раз повторюсь, все те, кто призван защищать этот закон, его не защищали, а использовали лазейки в нем, создавая иллюзию законности. Но помимо буквы закона есть дух закона и здравый смысл. И то, что произошло на выборах Башкана Гагаузии и продолжает происходить после выборов, противоречит здравому смыслу и духу закона. Те, кто предлагают или настаивают на том, что Евгения Гуцул законный Башкан, поскольку есть соответствующее решение суда и все обставлено по закону, не утруждают себя поисками ответов на вопросы о том, кто такая Гуцул, как она с нулевой репутацией оказалась в кресле Башкана, и нормальна ли ситуация, когда лидер организованной преступной группы был главным лицом ее избирательной кампании. Более того, насколько мы помним, Кишинев неоднократно призывал Гагаузию продемонстрировать здравый смысл, откреститься от Илона Шора, показать, что Гагаузия — это не Шор. И если Гагаузия не хочет ассоциироваться с организованной преступной группой Шора, то она должна не допустить прихода этой самой организованной преступной группы к власти в Гагаузии. Но в ответ на это мы из Гагаузии слышали, что по закону все нормально, есть решение суда, которое признает результаты выборов, есть Народное собрание, которое защищает ОПГ Шора, представляя это как защиту интересов Гагаузии. И поэтому, с их точки зрения, Кишинев должен с этим смириться и следовать букве закона, не задумываясь о здравом смысле. Судя по всему, поняв, что призывы бесполезны, в Кишиневе было принято решение действовать по отношению к Гагаузии исключительно с точки зрения буквы закона, без излишней благосклонности. С точки зрения буквы закона, действительно, Башкан Гагаузии, кто бы ни занимал эту должность, и как бы он или она не пришли на эту должность, является членом правительства. Но для того, чтобы Башкан стал членом правительства, президент страны должна подписать соответствующий указ. В то же время закон не устанавливает сроки подписания президентом указа о назначении Башкана членом правительства.
Если следовать букве закона, то этот указ может быть подписан сразу после вступления Башкана в должность. Или через месяц после вступления, или через 4 года. В законе сроки не оговариваются. В законе оговариваются лишь две основные вещи. Что Башкан член правительства по праву должности и что членом правительства он назначается указом президента. Иными словами, для того, чтобы Башкан стал членом правительства, нужен указ президента. До тех пор, пока указа нет, Башкан не является членом правительства. Назначать Башкана членом правительства или не назначать и когда назначать — это исключительная компетенция президента. И президент применяет эту компетенцию, исходя из государственных интересов, интересов национальной безопасности и многих других критериев, так как она это понимает. Вы хотели по закону, пожалуйста, закон исполняется. Напирание на то, что Майя Санду не уважает волю гагаузского народа, в данном случае абсолютно беспочвенно, потому что воля гагаузского народа была подорвана и подменена огромными финансовыми вливаниями ОПГ Шора. А выбор Евгении Гуцул не может быть волей гагаузского народа, потому что Евгению Гуцул никто не знал в Гагаузии. И мы до сих пор мало что о ней знаем, кроме того, что она представляет Илона Шора и обладает слабым интеллектуальным потенциалом. Это видно из ее немногочисленных публичных выступлений. Результат Евгении Гуцул на башканских выборах — это результат покупки голосов. Нам, конечно, могут возразить, сказав: Михаил, где ваши доказательства? Извините, но доказательств было предостаточно, в том числе и от полиции. И тот факт, что ЦИК Гагаузии их проигнорировал и не представил в суд, не говорит о том, что доказательств не было. И самое главное, если бы избрание Гуцул было волей гагаузского народа, то гагаузский народ, наверное, вышел бы на протест с требованием к Майе Санду утвердить Евгению Гуцул в должности члена правительства. За все полгода, что президент не подписывает указ о назначении Гуцул в правительство, я не видел попыток организовать в Гагаузии протесты в ее поддержку, имеется в виду в поддержку Гуцул. Даже проплаченных протестов не было. А этих протестов нет, потому что народ понимает, что сделка «голос за Гуцул в обмен на деньги» была совершена, и стороны не несут друг перед другом никаких обязательств. Те, кто купил голоса, не обязаны работать в интересах тех, кто продал, а те, кто продал, не обязаны поддерживать тех, кто купил. Окей, не хотите организовывать протесты, тратить деньги, все это понятно, но есть же и другие способы защитить волю народа, раз уж вы об этом заговорили. Есть народное собрание, исполнительный комитет, та же Евгения Гуцул, в конце концов, которая занимает должность Башкана, и народное собрание, и исполнительный комитет, и Евгения Гуцул могут обратиться в суд и потребовать от Майи Санду подписать указ о назначении Евгении Гуцул членом правительства. Более того, поскольку в законе не обозначаются сроки, в которые президент должна подписать указ, Народное собрание может обратиться в парламент с просьбой дать интерпретацию или трактование и разъяснение относительно того, как и в какие сроки должны быть применены положения законодательства, предусматривающие, что Башкан является членом правительства. Но Народное собрание ничего не делает, и Евгения Гуцул тоже ничего не делает. И вопрос почему? С моей точки зрения все очень просто. Ни Евгении Гуцул, ни Шору, ни Народному собранию не выгодно, чтобы Гуцул была членом правительства. Во-первых, это сразу покажет, кто она такая, и каждое заседание правительства с ее участием будет очередным подтверждением того, что она не соответствует этой должности. И каждый раз это будет позорить Гагаузию и весь гагаузский народ. Учитывая то, как Дарин Ричан общался с Ириной Влах, мы понимаем, что он не упустит шанс потроллить Евгению Гуцул. Представляю, как много людей ждут этого зрелища. Во-вторых, это очень хорошая и долгоиграющая тема для пророссийских политиков. Обвинять Майю Санду в несоблюдении закона и неуважении гагаузов. Эта тема позволяет представлять Майю Санду узурпатором, а преступников, захвативших власть в Гагаузии, жертвами режима Санду. Они понимают, что Евгения Гуцул не соответствует должности члена правительства. И я уверен, они не хотят видеть ее там. Они просто нуждаются в очередном поводе для критики Майи Санду. И желательно, чтобы эта тема как можно дольше не иссякала, потому что если иссякнет эта тема, им придется придумывать новую, а с фантазией у них очень плохо. То же самое
с диалогом Кишинева с Камратом, о важности которого так часто говорит или говорят некоторые политики и эксперты из Кишинева, как правило, с упреком в адрес Майи Санду и партии ПАС. У меня есть очень большие сомнения в отношении того, что гагаузские политики хотят диалога с Кишиневым. Более того, этот диалог не нужен Шору, и он тем более не нужен Москве. Кремлю, чьи интересы сейчас в Гагаузии представляет Шор, и купленные им гагаузские политики, нужна Гагаузия, которая все больше загоняет себя в изоляцию, ограждается от Кишинева и делает все возможное, чтобы этого диалога не было. Чем больше Гагаузия будет сама себя изолировать от Кишинева, тем легче Москве будет контролировать и манипулировать Гагаузией. И действия гагаузских политиков – прямое тому подтверждение. Кишинев несколько раз призывал Гагаузию показать, что Гагаузия – это не Шор. Однако гагаузские политики каждый раз делают выпады против Кишинева и усугубляют ситуацию, при которой диалог в принципе невозможен. Давайте вспомним, что Народное собрание само приостановило участие в рабочей группе парламента и Народного собрания. Депутаты Народного собрания каждую неделю делают провокационные заявления против Кишинева, обвиняют Кишинев во всех мыслимых и немыслимых грехах, геноциде, экономической блокаде, давлении и так далее и тому подобное. Всю прошлую зиму в Гагаузии кричали, что мы умрем от голода и холода без российского газа, и нас ждет лампадка и буржуйка. Вторую зиму справляемся без российского газа. И, слава богу, лампадки и буржуйки не понадобились. Гагаузские политики постоянно саботируют решения Кишинева, начиная с запрета на трансляцию российских каналов, продолжая Георгиевской лентой и заканчивая патентами и НДС. То, как гагаузские политики обходятся с экономическими агентами, показывает их цинизм. Депутаты Народного собрания, которые целиком и полностью продали Шору, носятся с патентообладателями как с писаной торбой, хотя вклад патентообладателей в гагаузскую экономику ничтожен. Но при этом они палец о палец не ударили для того, чтобы обеспечить законные интересы экономических агентов по вопросу о возмещении НДС. И мы говорим об экономических агентах, которые отчисляют сотни, тысячи, миллионы леев в гагаузский бюджет. За этим цинизмом я также усматриваю интерес Кремля, который продвигает Шор и купленные им политики в Гагаузии. Им плевать на бизнес, потому что они не заинтересованы в экономическом развитии Гагаузии. Чем беднее регион и его жители, тем легче им можно будет купить голоса на выборах. Сейчас они покупают голоса за 3000 леев, а в следующий раз будут покупать в 5 раз дешевле. Для того, чтобы наладить диалог с Кишиневым, много не надо. Достаточно, чтобы в Гагаузии произошла одна единственная вещь. Гагаузские политики, прежде всего те, кто заседают в Народном собрании, должны откреститься от Шора и избавить Гагаузию от его ОПГ. И сейчас у депутатов появилась хорошая возможность. В августе 2023 года, когда утверждался исполком Гагаузии, в Народном собрании шли жаркие дискуссии. В Народном собрании требовали от Евгении Гуцул сократить структуру исполнительного комитета. Представительница Шора отказалась сделать это, однако Народное собрание в нарушении закона утвердило персональный состав исполкома без утверждения структуры. Тогда было видно, как принципиальность депутатов Народного собрания по этому вопросу тает на глазах, что свидетельствует о том, что карманы их становились все тяжелее и тяжелее. Для того, чтобы сохранить лицо в этой ситуации, депутаты Народного собрания утвердили персональный состав исполкома, но с условием, что Евгения Гуцул представит структуру исполкома до 15 ноября. На дворе уже конец января 2024 года, однако структуру Гуцул так и не представил. Кстати говоря, в августе 2023 года у Народного собрания был первый шанс избавить Гагаузию от Шора. Уже тогда Илон Шор и Евгения Гуцул предоставили депутатам идеальный шанс объявить импичмент Евгении Гуцул, потому что, как вы помните, тогда она передала свои полномочия, вернее, полномочия Башкана по формированию исполкома Гагаузии беглому преступнику Илону Шору. Но Народное собрание, как мы помним, не воспользовалось этой возможностью тогда и вряд ли воспользуется сейчас. Срок, предоставленный Евгении Гуцул Народным собранием для представления структуры исполкома, истек.
Структуры исполкома нет. Однако Народное собрание утвердило бюджет Гагаузии без изменений структуры исполкома. Шор буквально плюнул депутатам в лицо. Но им, сколько ни плюй в глаза, все божья роса. Депутаты Народного собрания продолжают делать вид, что избрание Евгения Гуцул – это воля народа Гагаузии. И продолжают перекладывать ответственность за ситуацию, в которой виноваты только они, на Майю Санду и ПАС. Очевидно, им диалог не нужен. Люди, которые ищут диалога, не ведут себя так провокационно. Более того, своим поведением Народное собрание и исполком, управляемые Шором, делают все возможное, чтобы диалога не было. Делая все эти выпады в отношении президента Майи Санду и партии ПАС, они ставят их в ситуацию, в которой они не могут начать диалог, я имею в виду ПАС и Майю Санду, не потеряв свое лицо перед своими избирателями. Начав диалог с представителем организованной преступной группы и с депутатами Народного собрания, которые, к сожалению, также стали представителями организованной преступной группы, Майя Санду и партия ПАС продемонстрируют свою слабость и отклонение от своих принципов в глазах своих сторонников. И давайте проясним, что имеется в виду под понятием «диалог Камрата и Кишинева». Под диалогом гагаузская сторона, как правило, подразумевает то самое понебратство, которое устроила Ирина Влах с Игорем Додоном. Извините, но то, что мы видели, что происходило между Ириной Влах, когда она была Башканом, и Игорем Додоном, когда он был президентом, это не диалог, который отражал бы интересы Гагаузии. Ну, общались они друг с другом, и что? Что от этого получила Гагаузия? Игорь Додон, который провалил международную политику и не выезжал никуда, кроме Москвы, приезжал в Гагаузию для того, чтобы имитировать бурную деятельность. Ирине Влах это было выгодно, потому что необоснованно повышало ее статус в глазах общественности. В итоге 8-летнего башканства Ирины Влах, во время которого был тот самый диалог, а по сути понебратство между Башканом и первыми лицами страны, основные проблемы в Гагаузии не были решены. Например, так и не были построены очистные сооружения столицы Гагаузии, города Камрат. Сейчас, например, когда якобы или казалось бы нету диалога между Камратом и Кишиневым, это не мешает, например, выделить Камрату 20 миллионов лей только от правительства. Стоимость проекта гораздо больше. Только контрибуция правительства в 20 миллионов лей на строительство тех самых недостающих Камрату очистных сооружений, которые так и не были простроены при Ирине Влах и при том самом хорошем диалоге между Ириной Влах и Игорем Додоном. Диалог — это не про встречи президента с главой Гагаузии. Диалог — это про механизмы взаимодействия и желание конструктивно общаться, а не имитировать бурную деятельность и заваливать соцсети фотками с этих встреч. Конструктивный диалог — это когда обе стороны понимают, чего хотят, и представляют сами себя, а не скрытые интересы беглых преступников. Конструктивный диалог — это когда сотрудничество не зависит от отдельно взятых личностей, а идет само по себе на различных уровнях и решаются различные проблемы. Для меня, например, важнее, чтобы президент встречалась с главами других стран и повышала уровень и статус нашей страны, а не фоткалась бесконечно с Башканом Гагаузии. Для меня важно, чтобы развитие Гагаузии не зависело от личных взаимоотношений Башкана или депутатов Народного собрания с депутатами парламента или первыми лицами государства. Для меня важно, чтобы диалог основывался на прозрачных механизмах. И те, кто настаивают на диалоге, должны думать об этом и добиваться от гагаузских политиков или требовать от них совершить первые шаги или первые действия к диалогу и перестать заниматься провокациями против нашего государства и в интересах страны-агрессора и беглых преступников. К сожалению, мы от этого очень далеко, и гагаузские политики не демонстрируют адекватности в этом вопросе. Те, кто требует диалога в таких условиях, должны понимать, что без предварительных шагов со стороны Гагаузии, направленных на отказ от провокаций, избавление от Шора, осуждение политических ошибок недавнего прошлого, без этого нормальный, конструктивный и устойчивый диалог невозможен. Без этого диалог будет выглядеть как легитимизация ОПГ Шора в Молдове. Для меня это очевидно, а для вас? Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Не забывайте подписываться на нас в YouTube и Facebook, чтобы наше видео увидело как можно большее количество людей. Увидимся
в следующую пятницу в новом выпуске Nocta Life. До свидания.